Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Менің есімім Ордабек Асылтаң. Силкове халықаралық университетінің информатика және математика кафедрасының мұғалімі. Бүгінгі видео лекция тақырыбы бізде орыс тілінде фундаментальные основы информатизации образования. Введение. В любой науке есть фундамент, без которого невозможно правильное понимание ее прикладных аспектов. Пример. Математика, теория чисел, теория множеств, математическая логика и некоторые другие. Также и с информатикой можно изучить несколько программ и даже научиться программировать на каком-то одном языке. Но это не вся информатика, не самая главная и интересная ее часть. Теория основной информатики пока не вполне сложившийся, устойчивый раздел науки. Информатика как наука и как вид практических деятельности делится на пяти типов. Первый у нас история развития информатики, второй информатика как единство науки и технологий, третий структура современной информатики, четвертый у нас место информатики в системе наук, последний у нас социальные аспекты информатики. История развития информатики. Информатика – молодая научная дисциплина, изучающая вопросы, связанные с поиском, сбором, хранением и преобразованием использования информации в современных и самых разных сферах человеческой деятельности. Информатика тесно и неразрывно связана с вычислительной техникой, компьютерными системами и системами, так как именно компьютер и сеть позволяют порождать, хранить и автоматически перерабатывать информацию в таких количествах, что научный подход к информационным процессам становится необходимым. До настоящего времени толкование термина информатика в том смысле, как он использует в современной научной и методической литературе, еще не является установившимся и общепринятым. История информатики восходит ко временам появления первых электронных вычислительных машин. После Второй мировой войны на Западе возникла и начала бурно развиваться кибернетика, наука об общих закономерностях в управлении и связи в различных системах. В этой работе показаны пути создания общей теории управления и заключения основных методов рассмотрения проблем управления для различных систем с единой точки зрения. Развиваясь одновременно с развитием электронной вычислительной машины, кибернетика со временем превращалась в общую науку об информации вообще. В СССР развитие кибернетики встретило идеологические препятствия, что нанесло серьезный ущерб развитию науки и задержало создание первых отечественных ЭВМ. Кибернетика характеризовалась как буржуазная лженаука. Информатика как единство науки и технологий. Важнейшая особенность информатики отличает ее от других наук. Широчайшее приложение, охватывающее почти все виды человеческой деятельности. Производство, управление, наука, образование, проектирование, торговлю, финансы, медицину и криминалистику и другие. Объектом приложения информатики являются самые различные науки и области практической деятельности для многих отраслей науки и практической деятельности информатика. Информатика стала непрерывным источником самых современных технологий, называемых часто новые информационные технологии. Ниже приведены наиболее впечатляющие реализации информационных технологий. АСУ у нас является автоматизированная система управления комплекс
технических и программных средств, которые во взаимодействии с человеком организуют управление объектами в производстве или общественной сфере. А суд – автоматизированные системы управления технологическим процессом, например, такая система управляет работой станка с числовым программным управлением, процессом запуска космических кораблей и так далее. АОС – автоматизирование обучения системы применяются во многих отраслях образования, например, электронные учебники, системы компьютерного тестирования и другие. САПР – система автоматизированного проектирования, программно-аппаратные комплексы, которые во взаимодействии с человеком позволяют быстро и эффективно проектировать механизмы, узлы сложных агрегатов, здания, машины и далее. Структура современной информатики. Теоретическая информатика – часть информатики, включающая ряд математических разделов. Вычислительная техника – это раздел, в котором разрабатываются общие принципы построения и функционирования вычислительных систем. Программирование – это деятельность, связанная с разработкой систем программного обеспечения. Информационные системы – раздел информатики, связанный с решением вопросов по анализу потоков информации в различных сложных системах, их оптимизации, структурирования, принципах хранения и поиска информации. Сюда относятся информационные справочные системы, информационные поисковые системы, современные мировые системы хранения и поиска информации. Для огромных объемов информации, обрабатываемые подобными системами, необходимы единицы принципы поиска и анализа, их теоретические основания и практических реализаций. Искусственный интеллект относится молодая область информатики, в которой пересекаются сложнейшие проблемы из области психологии, физиологии, лингвистики и других наук. Основной вопрос этой области – научит компьютер мыслить подобную человеку остается открытым. В этой области информатики еще много белых пятен, хотя ряд успехов уже достигнут. Ведутся успешные разработки программ в таких направлениях, как машинный перевод, создание экспертных систем, распознавание образов и другие. Место информатики в системе наук. Рассмотрим место информатики в традиционной исторически сложившейся системе наук. По определению академика Эршова, информатика – фундаментальная естественная наука. Академик Б.П. Наумов определил информатику как единственную науку, изучающую общие свойства информации, процессы, методы и средства ее обработки, сбор, хранение, преобразование, перемещение и выдача. Уточним, что такое фундаментальная и естественная наука. К фундаментальным относятся науки, основные понятия и термины, которые носят общенаучный характер, используются во многих других науках и видах деятельности, математика и философия. Несомненно, к фундаментальным наукам относится и информатика, понятие информация, обработка информации и другие имеют общенаучную значимость. Уточним, что такое фундаментальная и естественная наука. К фундаментальным относятся науки, основные понятия и термины, которые носят общенаучный характер, используются во многих других науках и видах деятельности. Несомненно, к фундаментальным наукам относится информатика, понятие информации, обработка информации и другие, имеют общенаучную значимость.
Уточним, что такое фундаментальная естественная и наука. Естественная наука, физика, химия, биология и другие имеют дело объективным сущностям мира, имеющими место независимо от нашего сознания. Отнесение к ним информатика отражает единство законов обработки информации в системах самой разной природы, искусственных, биологических и общеестественных. Информатика имеет характерные черты и других групп наук, технических и гуманитарных, общественных. Социальный аспект информатики. Мало какие факторы так влияют на социальную сферу, находящихся в состоянии спокойного развития обществ, как информация. Информатизация общества – процесс проникновения во все сферы жизни и деятельности общества информационных технологий. Многие социологи и политологи полагают, что мир стоит на пороге информационного общества. Под информационным обществом понимается, что во всех сферах жизни и деятельности членов общества включены компьютеры, телематика. Другие средства информатики в качестве орудий интеллектуального труда, открывающие широкий доступ к информационным базам, позволяющие с большой скоростью обрабатывать информацию и проводить вычисления, моделировать реальные и прогнозируемые события, процессы, явления, управлять производством и автоматизировать обучение и так далее. Информатизация общества, основные направления и формы. Бурное развитие во второй половине 20 века компьютерной техники и информационные и коммуникационные технологии привело к фундаментальным изменениям в мировой цивилизации, переходу от индустриального общества к информационному. Информационное общество – это объективно возникшаяся в ходе исторического процесса новая стадия общественного развития, на которой производство и потребление информации и знания является важнейшим видом человеческой деятельности, а информационная среда – новой среды обитания человека. В информационном обществе наиболее значимым ресурсом признается информация о базовой технологии, информационные и телекоммуникационные технологии, созданные на базе компьютерных сетей. Информатизация общества – это движущей силой перехода от индустриального общества к информационному является информатизация общества, процесс, затрагивающий все сферы общества, социальную, экономическую, техническую и научную, и направление на удовлетворение информационных потребностей всех видов организаций и людей за счет повсеместного внедрения средств компьютерной и телекоммуникационной техники. Заключение. Безусловно, изложенные основные теоретические положения и характерные особенности информатизации ступени среднего образования представляют собой тот фундамент, на котором строится формирование компьютерной грамотности, учащихся на ступень среднего образования. Бүгінгі видеолекция тақырыбы осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.